Начало самых масштабных раскопок в истории республики проходит в Якутске. Общая площадь исследуемой территории составляет около 2000 квадратных метров. Археологические изыскания проводятся на месте старой центральной бани по улице Чернышевского, где будут строить 12-этажный отель «Космос». Все детали знает моя коллега Надежда Саханская. Надя, приветствую. Что уже успели накопать? Петр, приветствую. Ну, я думаю, что у каждого из нас когда-либо возникало желание взять шляпу, как Индиана Джонс, примерить ее и отправиться куда-нибудь на поиски приключений. Однако теперь такая возможность появилась у всех желающих, потому что в городской черте на улице Чернышевского на месте старой бани ведутся раскопки. Все это делается для того, чтобы подготовить в будущем фундамент для воздвижения 12-этажной гостиницы «Космос», которую планируется здесь построить. Об успехах археологических изысканий мы поговорим с руководителем департамента по охране культурного наследия Якутии Николаем Макаровым. Он прямо сейчас находится со мной на объекте. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, когда начались работы, какие успехи уже достигнуты? Как обычно, подготовительный период для археологических раскопок, он очень обширный. То есть мы готовились к этому целый полгода как минимум. То есть подготовительный этап – это когда разрешение принимаем, когда планы строим, когда договариваемся с заказчиком по сумме и так далее, по срокам, потом разрешение. И вот активная фаза началась чуть больше недели назад. То есть это когда уже приступает к самим раскопкам, когда все готовится, убирается верхний слой, мусор так называемый. И эти раскопки будут проходить до конца археологического сезона, который мы называем конец сентября, начале октября, то есть до заморозка. Все это должно быть завершено, и уже объект сдан заказчику. Но вы также приглашаете сюда волонтеров, которые работают на раскопках и находят какие-то невероятные исторические факты здесь. Да, мы, когда работаем в черте города, учитываем и еще и популяризационный образовательный момент. То есть всем интересно прошлое нашего города. Соответственно, мы даем возможность особым энтузиастам изучить историю, принять участие в этом историческом, не побоюсь этого слова, событии. То есть волонтер, археолог, желательно опытный, может принимать участие. Как это происходит? Но тут нужно иметь в виду то, что специальность археологии, она сложная и требует массу времени, поэтому волонтер тоже должен быть готовым к этому делу нашему. То есть свои инструменты, свое питание желательно, готовность работать от и до. Допустим, не приехал, час покопался и ушел, а, допустим, недельку, 2 недельки тут работать. Это приветствуется. А так, когда мы углубляемся, постепенно будем углубляться, по желанию желание есть проводить экскурсии уже группам, когда мы будем рассказывать, насколько это интересно наше прошлое. Это звучит действительно интересно. Благодарю вас, Николай Афанасьевич. Хочется пожелать успехов вот здесь, на археологическом поприще. Спасибо. Ну а я отмечу, что вступить в ряды археологов может действительно любой желающий. Особо ценной эта практика будет для тех, кто является студентами исторического факультета. Мы продолжим следить здесь за раскопками. Как знать, возможно, накопаем что-нибудь интересное. Коллеги, к этому часу у меня вся информация. Надежда, спасибо. Будем ждать каких-нибудь интересных открытий с места раскопок. А я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Надежда Саханская.